Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Постоянное разоблачение ингушей доказывает один факт, что они постоянно занимаются присвоением чужой истории. Подмена истории и ее кража у ингушей в крови. Автор псевдоисторического канала Леймро хотел путем фальсификации и манипулирования сознанием своих зрителей сделать невозможное возможным. По его словам, чеченские блогеры решили присвоить себе ингушский Курхарс, хотя, рассказывает сам Леймро, раньше чеченцы насмехались над Курхарсом, а теперь хотят себе присвоить. Да-да, мы смеялись и продолжим смеяться над вашей культурой и обычаями, которые никакого отношения ни к чеченскому народу, так и в целом Кавказу не имеют. Как мы видим, ингушские авторы начали присваивать древние головные уборы. Что же пишет в своей работе Крупнов «Средневековая Ингушетия», где он показывает 5 рисунков со страниц 52 и 53, а в описании данных рисунков было написано, что третий рисунок – предполагаемый головной убор позднебронзового века из могильника Харачой, а четвертый рисунок – реконструируемый головной убор из Нестеровского могильника. 5 век до нашей эры по Герасимову является чеченским по месту его нахождения. И там не говорится, что это курхарсы, а как мы видим на рисунках 1, 2 и 5 показаны именно курхарсы, судя по приведенным данным. Курхарс носился ингушскими женщинами, по крайней мере, с начала 17 до начала 19 века. Как мы видим по датировкам 15 и 17 веков и источникам, ингуши начали носить курхарсы, и это влияние армянской культуры. В одном из видео мы вам рассказывали о влиянии армян на ингушей и сходстве ингушского курхарса с головным убором армян. А сегодня мы подытожим все, что было тогда, и поставим точку в этом вопросе. Очевидно, вероятно всего, ингуши брали жены или женились на армянок. Этот головной убор только говорит об этом. Потому что название термина на армянском языке мы понимаем «сестра-невеста» – «кур-харс». То же самое было, когда Ингушетия была названа страной башен. Чеченцы стали кричать о том, что их башни круче и древнее. Начнем с того, что не чеченцы начали кричать, что их башни древнее и круче. Мы все прекрасно знаем, что, по мнению ингушей, каждая башня с пирамидально-ступенчатой кровлей строили только ингуши. Соответственно, и земли, где возведены подобные башни, когда-то были заселены ингушами. Чеченцы лишь отвечают вам, приводя достоверные сведения о наших башнях. Только самый глупый или закоренелый чеченофоб будет утверждать о древности ингушских башен по сравнению с чеченскими. Архитектурное наследство. Издание 1951 года. Цитирую. Боевая башня – это опорный пункт, а не убежище. При нападении врагов жители селения не обязательно искали спасения в боевой башне. Они оборонялись, используя фортификационную систему своей крепости, включавшую и жилые башни, и оборонительную стену, и рельеф местности, и боевую башню, если она имелась. В Чечне есть мощные замковые комплексы, состоящие из одних только жилых башен. В Ингушетии многие ныне существующие боевые башни сооружены, весьма вероятно, в 17 и 18 веках, когда военная опасность была не так уж и велика. Не исключено, что одной из причин, а может быть и основной причиной их строительства были соображения престижа. Конец цитаты. Из ингушского сайта 85 фактов об Ингушетии. Факт под номером 57. Немногие знают, что знаменитые ингушские башни строились для защиты друг от друга, а не от внешних врагов. Конец цитаты. Как мы видим из источника, ингушские недобашни в виде фаллоса были построены совсем недавно, и в отличие от чеченцев, которые строили башни для защиты от внешних врагов, кочевники, например, а ингуши начали массово строить копии древних навчинских башен в разгар Кавказской войны, когда они уже были непригодны для обороны, так как уже были придуманы крупнокалиберные пушки, с которых просто враги взрывали каменные укрепления. Остается догадываться, для чего ингуши строили башни. Я придерживаюсь мнения, что они начали возводить подобные башни только для понтов, другой причины я не нахожу. Как ингуши, ничего к вам личного, просто часто слышу, если бы понты могли светиться, то Ингушетию видно было бы из космоса.
Теперь становится ясно, почему ингуши укрывали и защищали абрека Зелимхана и его семью. Они и есть бывшие ингуши из селения Храчое. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ингуши, у которых нет национальных героев, часто приписывают к себе чеченские тейпы, из которых выходили герои. Вспомним тех же биноевцев или листанжинцев. Сначала они кричали, что Байсангур – биноевский ингуш по происхождению, как и весь тейп Биной, которые якобы ассимилировались с чеченцами. Потом они начали доказывать, что шейх Мансур ингуш, а теперь и вовсе дошли до харачоевцев. И неспроста, ведь у этого тейпа был самый знаменитый абрек мира. Это вам не вымышленный персонаж, вроде Робин Гуда, а реальная личность, прогремевшая на весь этот мир своей храбростью и отвагой. В Ичкерии не осталось ни одного тейпа, которого бы ингуши к себе не хотели присвоить. Мы очень часто наталкиваемся на комментарии ингушей, где они заявляют, что ингуши всем народом защищали абрека Зелимхана и его семью, и что не было ни одного ингуша, который бы желал зла абреку и его семье. Так ли это? Конечно же нет. У нас предостаточно документов, где написано о том, что ингуши хотели сдать семью абрека, убить самого Зелимхана и так далее и тому подобное. Зелимхан на территории Ингушетии находился несколько месяцев, и за этот короткий период ингуши достаточно предавали абрека. Вся абреческая жизнь Зелимхана прошла в Чечне. Чеченцы защищали его селениями и всем народом больше 11 лет. Спутник пассажира по Владикавказской железной дороге и прилегающей к ней части Северного Кавказа. На странице 221 сообщается, цитирую, «Одним из излюбленных мест действий Зелимхана была горная Ингушетия, где, между прочим, особенно известны два происшествия. Начальник отряда, действовавшего против Зелимхана, офицер ингуш Пощев, поклялся, что он убьет Зелимхана, и спустя несколько дней сам был им убит». Конец цитаты. Да. Как вы заметили, ингуши большое внимание начали уделять чеченским героям. Среди них абрек Зелимхан, они не постеснялись написать книгу с названием «Ингуши и абрек Зелимхан». Мы прекрасно понимаем ингушей, когда нет своих героев, приходится писать о посторонних. Да.